Миллиард 900 миллионов рублей оценивают налоговики Башкортостана за задолженность по уплате имущественных налогов. Обсудим эту тему подробно прямо сейчас в программе интервью в эфире главного телеканала Республики. Сегодня наш гость, начальник отдела урегулирования задолженности Управления Федеральной налоговой службы по Башкортостану Ильяс Нагимов. Ильяс Фанузович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли к нам на интервью. Первый вопрос. В какое время, за какой период граждане должны заплатить налоги на имущество? Сейчас уже в ближайшее время наступит срок уплаты налогов за 2020 год. 1 декабря. Это будет, 1 декабря. Налогоплательщикам республики разосланы налоговые уведомления. Часть их получила в личный кабинет налогоплательщика, часть им направлена по почте. В соответствии с данным уведомлением налоговые платежи нужно уплатить до 1 декабря текущего года. Разъясните, пожалуйста, вот эта вот сумма 1 миллиард 900 миллионов рублей. Что это за долги? Это долги предыдущих периодов. Скажем так, у нас ежегодные начисления составляют порядка 5,8 миллиарда рублей. Частично эта сумма не оплачивается, она остается на следующий год. Мы ее постепенно взыскиваем, но за все время функционирования налоговой службы вот такие долги накопились. Они постепенно погашаются. Это такие оборотные, скажем так, долги, которые мы взыскиваем в течение последующего времени. Какие санкции применяются к должникам? Самая первая санкция – это после наступления срока уплаты налогов 1 декабря начисляются пени должникам. После этого мы уже начинаем процедуру принудительного взыскания, то есть направляем требования об уплате налогов налогоплательщикам. Так как у нас процедура взыскания, она у нас судебная, в дальнейшем мы направляем материал для взыскания мировым судьям. Те, в свою очередь, выносят судебные приказы. И, соответственно, к основному долгу, помимо пеней, добавляется сумма госпошлины. И в дальнейшем сумма долга, увы и ах, нарастает. В том случае, если взысканием долга занимается служба судебных приставов, то и добавляется 7% исполнительский сбор, не менее 1000 рублей. То есть ком долгов нарастает. Каким образом должник может узнать о том, какая сумма долга у него есть по налогам? И как проще всего это сделать? Мы живем в век информационных технологий. Самый простой и доступный способ – это установить приложение «Мой налог». Он на базе любой Android, iOS имеется. С помощью пароля от тех же самых госуслуг можно увидеть свои начисления в личном кабинете, увидеть базу для этих начислений, и, соответственно, там же и оплатить сумму налога. Используя, опять-таки, электронные платежные документы, карты. Каким образом списываются судебные долги, когда есть судебное решение, и могут ли налоговики взыскивать задолженность, получается, со счетов? Счета – это самый легкий способ взыскания долгов. Во-первых, информация обо всех счетах у нас предоставляется банками в обязательном порядке налоговым органам, то есть любые счета, информация о них у нас имеется. И второе, параллельно мы занимаемся взысканием, налоговая служба тоже также направляет исполнительный документ, в данном случае это будет судебный приказ, на взыскание со счетов плательщика. Естественно, более того, я вам скажу, у нас есть определенная преданалитика, мы анализируем движение по счетам. Если по счетам не было движения, то мы туда соответствующий исполнительный документ направлять не будем, мы взыщем за счет имущества. Угу. Как вы оцениваете эффективность взаимодействия судебных приставов и налоговиков? Как вообще вы работаете в команде, две структуры? Мы, скажем так, несколько облегчаем работу судебных приставов, потому что мы в первую очередь пытаемся сами взыскать за счет денежных средств, которые находятся на счетах в банках. Потом мы материалы направляем в службу судебных приставов. У судебных приставов гораздо большие полномочия по взысканию. Они могут устанавливать ограничения на распоряжение имуществом, также ограничивать выезд за пределы Российской Федерации, естественно, по ходатайству налоговой службы. Если взять условно, допустим, 100 должников, то сколько из них будет взыскано при содействии судебных приставов? Что показывает практика? Практика показывает, что мы определяем, скажем так, определенную категорию должников. Если должники относятся у нас к особо
имеющим крупные суммы, то мы их отдельно отрабатываем совместно со службой судебных приставов. Мы их ставим на отдельный контроль и, скажем так, работаем по ним адресно. То есть, начиная от того, что устанавливаем местонахождение имущества и в отношении них реализуем механизм изъятия имущества, это, допустим, транспортное средство, эвакуации его на штрафные стоянки, ну, если плательщик не погашает свои долги, в соответствующую последующую его реализацию. С работодателями работаете ли вы, да, и могут ли работодатели вот вмешиваться вот в эту, то есть связь налоговики и должники по налогам? Ну, надо понимать, что есть такая возможность, как взыскание заработной платы. И, скажем так, первым этапом, предшествующим взысканию, налоговая служба извещает работодателей о том, что у них имеются определенные сотрудники, которые имеют долги по налогам. Почему? Потому что мы в дальнейшем можем направить исполнительный документ, скажем так, в бухгалтерию непосредственно организации. Ну и надо понимать, что в данном случае может быть больше риск репутационный со стороны должников, нежели вот финансовые потери, потому что процедура взыскания у нас как бы отработана, она все равно будет с его расчетного счета взыскивать. Но нам выгодно воспитывать налоговую дисциплину у налогоплательщиков именно таким образом. А, кстати, как вы оцениваете налоговую дисциплину в Башкортостане у жителей? Ну, я хочу сказать, что из года в год, в принципе, у нас больше людей и своевременно платят налоги. У нас есть определенные показатели, которыми оценивается работа налоговой службы. Это такой плавный показатель, DTI называется, Debt to Income, то есть соотношение той задолженности, которая имеется, к уплаченной сумме начислений. И вот чем меньше этот показатель, тем более эффективнее работает служба. У нас он из года в год уменьшается, следовательно, мы работаем эффективнее. Помогают ли это цифровые современные электронные системы? Ну, цифровые электронные системы прежде всего ориентированы на то, чтобы собрать массу данных о налогоплательщиках, ну, в том числе об его имуществе. Вот, надо понимать, что в принципе в наш век цифровых технологий люди достаточно прозрачны. Те операции, которые они осуществляют, те, скажем так, действия, которые происходят у них с имуществом, мы можем их отследить, и мы понять, ну, не в данном случае в отношении там, физических лиц, а вот в отношении юридических лиц мы можем понять конечных выгодоприобретателей от определенных сделок и, скажем так, в том случае, если эти сделки были вне правового поля, мы их вернуть на круги своя. Насколько часто применяется такая санкция, как запрет выезда за границу? Ну, она используется у нами в том случае, если сумма долга более 10 тысяч и более 3 месяцев, и либо единовременно более 30 тысяч рублей. Она применяется нами, мы ходатайствуем, в свою очередь судебный пристав исполнитель направляет данное ходатайство в органы пограничного контроля и на границе, ну, скажем так, ограничит выезд за пределы Российской Федерации. В том случае, если должник даже изъявит желание и погасит задолженность непосредственно в аэропорту, то для того, чтобы снять данное ограничение, нужно время, то есть самолет без вас улетит. Быстрее улетит он, да, чем все остальное регулировать. Как вы оцениваете задолженность по транспортному налогу, да? Какой объем она занимает вот в общем объеме имущественных налогов и, может быть, какие-то интересные истории? Ну, транспортный налог, он у нас основной, скажем так, основные начисления идут по республике. У нас достаточно широкая ставка, шкала ставок, оно имеет очень много льгот для разных категорий налогоплательщиков, начиная от ветеранов труда, заканчивая лицами, которые имеют 2 и более транспортных средств. Даже те же самые электромобили имеют нулевую ставку там, на протяжении, насколько я помню, 3 лет. То есть государство таким образом в некоем виде стимулирует экологический, скажем так, вид транспорта в виде электромобиля, также помогает тем слоям населения, которые являются,
материально, скажем так, неблагополучно или, скажем так, с другой стороны, те слои населения, которые используют автомобили, обладающие более такими превосходными, назовем их, характеристиками, увеличат ставку налога для них. То есть у нас есть даже определенный перечень автомобилей, которые считаются предметами роскоши, к ним повышается ставка, помимо той установленной, которая законом, еще кратно увеличивается, исходя из стоимости автотранспортных средств. По данным ФНС, есть ли рост по электромобилям в Башкортостане у нас? Я затрудняюсь в этом сказать, сколько у нас электромобилей. Я вижу, что их становится больше. Они, в принципе, у нас, так как вообще не являются предметом налогообложения, в принципе, мы к ним особо пристального внимания не уделяем. И нулевая ставка, потому что у них в 3 года, как вы уже отметили. Последний вопрос. Скажите, пожалуйста, самый простой способ, как узнать о долге по налогам, да, и как погасить? Самый простой способ узнать о долге – это подключиться к личному кабинету налогоплательщика. Это, наверное, самый распространенный и возможный способ. Также надо смотреть на те долги, которые возникают помимо налогов. У нас, скажем так, есть у людей и долги, связанные с штрафы ГИБДД, иные виды взыскания. Это все-таки этим уже занимается служба судебных приставов. Есть соответствующий информационный ресурс службы судебных приставов, где, введя данные непосредственно фамилия, имя, отчество и дату рождения, можно увидеть те исполнительные производства в отношении вас, которые возбуждены. И соответствующим образом от них отреагировать. Либо погасить, либо понять их причину. Спасибо большое, Ильяс Фанузович. Сегодня гостем программы «Интервью» был Ильяс Нагимов, начальник отдела урегулирования задолженности Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Башкортостан. Платите налоги, смотрите БСТ, не переключайтесь.